После выходных снова на учебу. Воспитанники социально-реабилитационного центра одеваются и счастливые идут на улицу. Благо в школу не нужно идти пешком. Все лучшее детям. За знаниями воспитанники центра теперь отправляются на новом желтеньком автобусе. Для школьников главное удобство, а для взрослых значимо прежде всего безопасность при перевозке детей. Ислам Аздоев учится в 5 классе. В центре он проходит реабилитацию и социальную адаптацию не первый год. Поэтому о трудностях с автотранспортом знает. Она была неудобная, низкая, часто опаздывали, ломалась. Пешком пройти до ближайшей школы задача невозможная. До сих пор дети ездили на учебу на старой «Газели», которая постоянно ломалась. Руководству центра приходилось брать авто в аренду. Поэтому обновление автопарка – мера необходимая. Со своей проблемой руководство социально-реабилитационного центра обратилось к главе региона. Мы испытывали определенные трудности, связанные с подвозом сотрудников и детей из-за недостаточного количества автотранспорта. Дорога грейдерная, транспорт, который находится на балансе нашего учреждения, изношен, часто ломается и бывают перебои. Мы обратились с этой проблемой к руководству республики. И, как видите, в очень короткий срок вопрос передачи нам дополнительного автотранспорта был решен. Впрочем, такой подарок получил не только социально-реабилитационный центр в Троицком, но и летний лагерь «Эрзи». Ежегодно на каникулах здесь отдыхают более 1000 детей со всех уголков республики. Удалось нам в конце прошлого года усилить несколько материально-техническую базу наших подведомственных учреждений. Так, для лагеря «Эрзи», опять же, за счет средств фонда «Софмар», были закуплены 2 автотранспортные единицы. Грузовая и пассажирская «Газели» и генератор мощностью 200 киловатт, поскольку по объективным условиям в горах пока нету газа и приготовление пищи осуществляется на электроэнергии. Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних открылся в 1998 году. Социальная, психологическая и медицинская помощь, содействие возвращению несовершеннолетних в семьи. Сейчас реабилитацию в центре проходит около 50 детей от 7 до 18 лет. Все они из неблагополучных семей, где родители не могут выполнять свои прямые обязанности. Некоторые из них лишены своих прав, а у кого-то родители погибли. Ежегодно в нашем центре проходит реабилитацию до 60 детей из социально неблагополучных семей. Срок реабилитации детей до 9 месяцев, но по необходимости срок реабилитации продлевается на время, необходимое для устройства несовершеннолетнего в соответствии с законодательством Российской Федерации. За 20 лет существования центра реабилитацию в нем прошли несколько тысяч детей. Сотрудники центра стараются создать для своих воспитанников достойные условия для проживания, учебы и отдыха и помочь каждому, кто находится на попечении, обрести свое место в жизни. Тамара Хашагульгова, Магомед Таскиев, Новости 24.